Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня интервью с уникальным человеком, имя которого золотыми буквами вписано в историю российской журналистики. Это Прокошева Людмила Михайловна, почетный председатель Союза журналистов Удмуртской Республики. Людмила Михайловна, мы сейчас вам зададим несколько вопросов, и вы постараетесь это, конечно, ответить. Отвечу, конечно, обязательно, но уж вы мне столько комплиментов наговорили, и уникальный ты человек, и золотыми-то буквами вписано в историю российской журналистики. Это большое преувеличение. Людмила Михайловна, Большое преувеличение, скажу я вам. Я обыкновенный журналист, обыкновенный... Принимается. Людмила Михайловна, почетный журналист, но обыкновенный журналист. Обыкновенный журналист, каких тысячи. много. Ну ладно. Ну вот скажите, такой успешный карьерный рост в качестве журналиста, как бы, что способствовало вот этому? Вы можете пояснить нам, как вот вы взлетели на этот олимп журналистики? А что это карьерный рост? Председатель Союза журналистов. Ну, чего тут карьерного, вы мне скажете, я что, председатель Совмина? Так на минутку, вы же не год, не два, вы, по-моему, почти 3 десятилетия возглавляли Союз журналистов. И когда вы решили, рискнули выбираться? А никто в затылок не дышал. Зарплаты, в принципе, я пришла в 90-е годы, не было. Зарплаты не было. Нет ее, кстати, и сейчас. Поэтому никто в затылок не дышал, никто не говорил «подвинься». Просто надо работать. Я пришла работать секретарем, ответственным председателем Союза журналистов. Был тогда Алексей Петрович Шкляев, главный редактор газеты «Удмурт-Дуне», до этого «Советская Удмуртия». Вот там была почетная должность. Свадебные генералы возглавляли Союз. А ответственные секретари, они делали черновую работу. То есть вы были рабочей лошадкой? Я и сейчас рабочий И сейчас на общественных началах. Понятно. А скажите, сколько вы в общей консолидированной сумме возглавляли Союз? 25 лет. Вот, видите? 25 лет. Это же целая жизнь. Целая жизнь, да. Ну и вот тогда, когда я стала работать в Союзе, я поняла, что надо все-таки брать бразды правления в свои руки, чтобы работать. А то за каждым советом, с каждой бумажкой ходишь к председателю. Надо это, ему это не надо, и мне это не надо было. Поэтому, когда пришел черед проводить очередной съезд Союза журналистов, у нас так называется, съезд мы проводим, то вот я и выставила свою кандидатуру. То есть у вас сила воли сталь, гранит, рука железная, решила, взяла, возглавила, вперед из песни. Хочется слабой женщины, как хочется. Не получается. Да, мне ставили, да просто работала и все. Мне было интересно. То есть вы не опровергаете фразу о том, что я сильная женщина, у меня мощнейшая харизма, и я вообще лидер? Ну, в принципе, я думаю, что да, у меня есть какие-то лидерские качества, это я не спорю, не буду спорить. А вот как вы свою власть, 25 лет вы управляли Союзом журналистов, и вдруг пришлось уходить. Как вы это на себе испытали? Это слезы, умиление, там, жалость какая-то к себе, что? Так ведь прикипела к Союзу, вот до сих пор хожу. Но с другой стороны, что хожу? Ради здоровья, прогуляться надо, с людьми повидаться, губы накрасить, прежде чем вы... Но вас знают буквально все. С вами с удовольствием общаются, вы раздаете советы. Буквально все. Ну, журналистами. Ваш пул, ваше окружение. Ну, я с ними встречалась в течение 25 лет. Многие стали моими друзьями. А вот, кстати, очень много сейчас журналистов-любителей, которые работают на общественных началах. Это что, тренд? Или это просто отсутствие денежных компенсаций, зарплат у четвертой власти, так скажем? Во-первых, я не люблю слово «четвертая власть». Мы не власть. Это кто-то придумал во времена Полторанина. Был такой министр печати во времена Ельцина. Мы не власть. Мы глаза и уши общества.
Вот это круто сказано. Да. Запомните, Людмила Михайловна Прокошева говорит, журналисты это глаза и уши общества, золотые И слова. мы должны, это мы связующее звено между правителями, там, властью и населением. Вот мы как-то доводим, чем живет народ, в чем его чаяние, нужды, в чем прекрасное что-то, до властей. Вот наша вот в этом цель, но не власть. Понятно. Снимаю этот вопрос. А скажите, вы ведь как-то работаете, раз такие тесные контакты с населением, какие-то конкурсы проводите, как вы обращаете на себя внимание? Или это только чистые статьи, репортажи, публицистика в газетах, журналах, телевидении, радио? К сожалению, публицистика из газет ушла. Не Даже уходит, так? а ушла. Даже так. Круто. Да. К сожалению, сейчас тоже все в основном всякие пресс-релизы посылают. Раньше же никаких пресс-релизов не было. И никаких пресс-секретарей не было при главах, предположим, районов, при директорах заводов. Не было. Можно было напрямую идти к директору завода, можно было напрямую идти к секретарю горкома партии, и никто не говорил, подготовь вопросы, мы вам потом дадим письменный ответ. Все было очень просто. А сейчас? А сейчас все обросли пресс-секретарями, и поэтому достучаться очень трудно бывает до некоторых руководителей. А бывает так, что вообще игнорируют, не отвечают или разворачивают вопросы обратно? Бывает, что не отвечает, конечно, не бывает, потому что, в принципе, есть закон об обращениях, и есть закон о средствах массовой информации, в котором написано, что обязаны отвечать в такой-то срок. Поэтому, конечно, что-то, ну, отписки есть отписки, и как в советские времена, так и сейчас. Предположим, на кого жалуются, тому это письмо и попадает. Вот так Вот бывает. были. То есть вы, как бы перефразировать вашу мысль, можно сказать, высший пилотаж журналистики – это люди, работающие на новостях, новостники, журналисты-новостники. Так что, выходит, все работают как-то в библиотеках, и собрать новости – это высший пилотаж, и крайне сложно А получается. где в библиотеках какие новости? Ну, сидит человек и выдумывает, там собирает какие-то информацию, которую официально выкладывают те же, ну, возьмем какое-то серьезное предприятие, оно же выкладывает новости свои. Ну, это всегда на своих сайтах. Ну, На своих сайтах где-то. Это не новость. Это уже все прочитали. Зачем журналисты еще об этом Вот я пишут? к чему и веду. То есть новостников, журналистов, это уже стало редкость. Редкость публицисты стали. Редкостью, к сожалению. Понятно. Публицисты, которые анализируют, экономику анализируют, общественно-политическую жизнь анализируют и должны об этом писать. А новости, они ничего не... Как пирожки разлетелись, и все новости есть новые. Понятно. А вот вы так трезво оцениваете ситуацию, может быть, даже не с такой благоприятной стороны. Вот как вам удается, кстати, о возрасте вы не побоитесь, если ответить, если я вас спрошу? Нет, не побоюсь. Вы не будете Мне- кокетничать? В смысле, привирать, убирать? Привирать, вы женщина, в конце И концов. что? Кроме того, что И что? гранитное сердце, У меня- женщина. Я живу по принципу, коль родились, помирать придется. И Это мне да. будет в этом году, но только еще в сентябре далеко, 77. И поэтому у меня будет отмечаться такой юбилей 77 лет. Две Это семерки. 80 же надо еще дожить, а тут 77 уже скоро. Хочется с друзьями повидаться, с родней повстречаться. Так что я что? Я, слава богу, на ногах. Отлично, ну тогда в чем успех такой работоспособности? Вот Ну, вы каждый день великолепно выглядите, очень бодро приходите на работу. Здесь приходят десятки людей, вы отвечаете, комментируете. Ну вот, наверное, в том и есть, что встречи с людьми, они ведь очень многое дают. Душевных качеств много прибавляется, обогащаешься, все равно каждый человек интересен. И с ним интересно и поговорить, и порассуждать. И вот в этом и есть, наверное, какой-то секрет. Ну что, вот дома смотреть телевизор с утра до вечера,
с ума сойдешь. Потому что то, что сейчас показывают по телевизору, ой-ой-ой, ДНК делают там, еще там, кто с кем разошелся, кто от кого, где внебрачные дети, это же ужасно. Раньше какие были передачи? Да, я отношусь к числу людей, не отношусь, которые считают, что сахар был слаще, вода холоднее, любовь крепче. Я не отношусь. Но я помню такую передачу прекрасную «Писатели у микрофона». Да. Ох, какая была передача. Да. Вот смотрели, Ну и слушали. показывали цвет общества. Да, писатели. Но если такая активность, жизненная позиция активная, вы пример для подражания молодежи? Нет. Какой я пример? Я еще раз говорю, я обыкновенный журналист. Журналист я себя считаю подмастерьем, крепким, хорошим подмастерьем. Но вот чего-то такого, какого-то выдающегося, ну нет, обыкновенный журналист. Хорошо. Вот у вас, как бы, если говорить о ваших семейных узах, ваша дочь Елена Капитоненко сейчас возглавляет и Союз журналистов Удмуртии. Ее очень многие знают. Вот ваше отношение к этой позиции, мать и дочь, вы гордитесь своим ребенком? Главное, чтобы она мной гордилась, а самое главное, чтобы она меня любила. А дети у меня очень хорошие, они меня На 8 любят. марта не забывают поздравить? Нет, конечно, нет. Каждый день звонки, мама, как ты себя чувствуешь, что ты делаешь, там, тыры-пыры. Но раньше ведь как говорили? Это Лена, мама, дочка Людмилы Михайловны. Да. Это Лена, дочка Людмилы Михайловны. А потом стали говорить, это мама Лены Капитоненко. Вот понимаете, как все перевернулось? Потом мне стали, это мама Лены Капитоненко, она известность такую большую приобрела. Я что, в Глазове жила, работала там редактором газеты. Лена в школе училась. А кто выбирал профессию для Елены Капитоненко? И наследственность сыграла тут? Сама. А вы ее так вот Нет, будешь у меня? Нет, сама. Ну, она в сочинении, когда писала при поступлении в университет, написала, засыпала под стук пишущей машинки и просыпалась под стук пишущей машинки. Ну, То есть она не была сложным ребенком? ну как не была? Конечно, была. Переходный возраст у всех, есть переходный возраст. И вы справились? А что справляться? Ну, Елена Капитоненко стала уважаемым человеком. Когда брала тапочку ей по заднему месту. Понятно. Ну так, конечно, дрожащей рукой, но... Вот Елена Капитоненко сейчас вздрогнула от таких признаний. И я, насколько знаю, у вас еще есть сын, который живет на юге. Есть, наверное... Нет, он живет в Москве. Он в Москве? Да. Да вы что? И Он живет в Москве. он тоже журналист? Он работал на телевидении, да, но сейчас он занимается в кинопроизводстве работает. Понятно. Ну вот, учитывая вот разноплановость жизненных позиций, вы говорят, что в жизни надо испробовать все. И, наверное, были и ошибки какие-то. Вы часто рисковали в жизни? Так, рисковать, а что рисковать? Ну, написать такое нечто, Ну, что вот, потом прилетит по шее. Ну, нет, конечно, Доставалось? было время, ну какие-то были такие, ну вот так, чтобы кто-то там вызвал все и сказал, что нет, как-то все было в пределах разумного. И до рукопашных не доходило. Да, конечно, нет. Какие-то рукопашные еще могут быть. Тогда спрошу, если все так шоколадно у вас устраивалось, как вы оценили, что вот он мой звездный час, я достигла наивысшего успеха в журналистике? Нет у меня никакого звездного часа. Нету. Вот Да вы ладно. идите сейчас Елена Капитоненко с поста председателя. Кто-то, думаете, выстоит, в очередь будет стоять, чтобы занять эту должность. Да никому она не нужна, эта должность. Такое отношение сейчас к общественным организациям. У нас здесь, в Удмуртии особенно. Хотя возглавляют теперь нашу республику люди, сами прошедшие общественные организации. Общественную палату. Так что... То есть вы страдаете от недостатка внимания? Я не страдаю.
общества, Союза журналистов? Я не страдаю. Но, конечно, видите, в чем дело. Сейчас какой-то вот этот тренд соцсети, соцсети, соцсети. Да, это точно. Но надо понимать ситуацию. Вот в районе соцсетями только молодежь увлекается, а я такой возраст, как я. Ну да, я проработала механизатором там всю жизнь, и они у них нет соцсетей. Им надо полистать газету. Как мне, например, надо полистать книгу. Запах краски, типографский. Да уже там ее и нет сейчас, этой типографской краски, и не пахнут уже газеты, новые уже технологии. Но газету, вот они привыкли получать газету. Вот, например, в Слатинском районе тираж небольшой газеты, но и сам небольшой Слатинский район, каждая семья практически получает газету районную. Районную, да? Да, нет, конечно, никто не выписывает. Он лежит там в уголочке газета, это там российская газета, вот она лежит. Кому она нужна? И не востребована. Нет, не востребована. Она, все газеты, которые издаются в Москве, востребованы в пределах Садового кольца. Они уже не идут в глубинку, потому что, ну, неинтересно, извините меня, жителю села читать, что там в Лос-Анджелесе происходит. Ну, неинтересно. Ему интересно, кто в соседнем хозяйстве, а как вот тут, что в соседнем дворе, что на соседней улице, своя местная информация нужна. Этим вот человек живет. Вот сводки критиковали на долю. Ой, зачем? Или там кто сколько убрал сводка по урожайности. Не надо. А людям надо. А вот смотри-ка, в этом хозяйстве столько надаивают от коровы, а у нас тут столько. Им это интересно, они этим живут. Я по своему детству помню эти сравнительные принципы. Да. Сколько собрали картофеля, Конечно. обмолот, Да. сколько зимы. Урожай. И я смотрел, какой колхоз, какой совхоз. Да. Я постоянно был в курсе дел на Ижмаше, на Бумаше. Интересно. А сейчас никто не слышит ау. Ау, да. Ау. И вот соцсети. Вот был одно время разговор о том, что вот дом печати, где сейчас Пастухова 13, где газета, агентство располагается, печати массовых коммуникаций, Удмуртская правда, типография умерла. Нет типографии. Выгодно было кому-то, чтобы не было этой типографии, заказы больше принимать. Ну, знаете, какая-то конкурентная борьба все равно была. И вроде как и место-то хорошее. В самом центре. Ключевое, И дорогое. И начались разговоры, что якобы тут будут строить автовокзал. Меня это, конечно, удивило. Тут, во-первых, трамвайные пути. Где тут театр рядом, какой тут автовокзал? И я пошла в мэрию города. Меня, конечно, мэр города, ну и там большая очередь была, не принял. Кто? Агашин был. Был его зам по строительству. Вот я пришла, начала разговаривать, он мне говорит, я говорю, ну автовокзал, тут даже как, вот даже нет для автобусов никакой тут площадки, в автовокзале надо где-то скамейки поставить, стулья, чтобы люди отдыхали. Он говорит, а зачем? Зачем? Люди будут покупать билеты по соцсетях, да, по интернету, конечно. Приехала женщина из Яр в первую там республиканскую больницу. Она сходила в больницу, купила билет на обратно, ей посидеть это надо. Какой интернет у нее? И она привыкла прийти, купить билет. Какой интернет? Там Яру. Вот у нас тут за Чекирилом есть небольшое поселение. Там не ловит телефон даже мобильный. Уж интернета там тоже нет. Что нет? И вот за Чекирилом. Так что это наши мечты. И хорошо, что есть интернет, но не забывайте, что есть еще поколение то, которое привыкло и хочет жить по своему укладу. Недавно мой друг хотел попасть на железнодорожный вокзал
а его не пустили. Время 2 часа ночи, он попытался зайти, его спрашивают, где билет. Ему пришлось покупать билет в ближайший город, по-моему, он в Агрыз купил, и только потом ему разрешили оставаться на вокзале. Вот видите? Ну это же дикость. Дожидаться Это первой дикость. электрички. Это дикость. Дикость. А вот есть ли вещи, которые вы не реализовали, но которые очень хотели бы выполнить, исполнить в своей жизни? У вас есть такая мечта? Вот это могла бы, не получилось, а вот, надо было дожать ситуацию. Я тут немножко уже от журналистики перейду к своему хобби. Я очень любила путешествовать. Я похвастаюсь. Так. Я была, так, начнем. В Польше была, в Болгарии была, в Венгрии была, во Франции была, в Италии была, в Китае была. То есть я жила по принципу, Анатолий Франц написал, иногда один день, проведенный вне дома, стоит интереснее гораздо и стоит больше, чем 10 лет, проведенные дома. Вот я проведенный вне дома один день сравнивал с 10 годами, проведенными дома, Анатолий Франц сказал. Вот. И я на Байкале была у нас, конечно, в России. Я хотела очень побывать в Самарканде и Бухаре. Вот не побывала. Все еще мечтала, что побываю, но вот не пришлось. То есть Самарканд, а не Африка? Ну, я вначале в Северной Африке, в Египте была, и в Турции была, но это... Кто не был в Турции из россиян? Кто не был в Турции из россиян? Вы были, уважаемые зрители? Да, я думаю, что многие были. Многие. Хотя... А вот говоря о нашем ближайшем прошлом, о 90-е, как они вас затронули? Вам не хотелось соскочить с иглы, так скажем, журналистики и там заняться челночным бизнесом? Все Нет. же занимались, все Нет. куда-то ездили, что-то Нет. зарабатывали. А вам же зарплату не платили? Все равно, не хотелось. Никогда. Нет. Как-то выкручивались, и без зарплаты. Я знаю, мама жила с младшей сестрой, и на мамину пенсию жили, хотя и пенсии плохо выплачивали не своевременно. Ну, нормально, как-то жили. Ну, не хотелось. У меня, не было цели у меня там вот какой-то такой обогатиться, да и не способна к этому. Не способна, не было у нас в семье этого, чтобы вот цель была там накопить. Если у нас мы с семьей еще в 80-е годы съездили, был такой международный лагерь журналистов, был в Атме, в Болгарии, и был на Балатоне, в Венгрии. Вот мы с семьей туда ездили на собственном автомобиле через, вот, считай, от Ижевска до Болгарии, и от Ижевска до Венгрии. На мужа приходили смотреть, сколько он проехал. Сколько? 4000 километров проехал. 400 пишут. Мы нолик добавляли, что столько он проехал. Это интересно было. В России километры, да, не десятки, не сотни, тысячами исчисляются. Вы настолько общительный человек, что, наверное, у вас есть настоящие друзья. Те, кто помогали вам по жизни, те, кто способствовали вашей успешной профессиональной карьере, деятельности. Можете назвать? Друзья, они остаются с молодости, настоящие друзья. Вот я с ними сейчас еще и дружу. К сожалению, многие уже ушли из жизни в мир иной. Ну вот, Людмила Караваева, Евгений Скобелев, Анатолий Мерзляков, чета Синтемовых, Рима Семенова, ну вот эти друзья. Вот на них всегда можно положиться. Мы до недавнего времени каждую зиму ходили в походы. Брали мужики с собой котелки, воду, варили уху, делали стол из снега. Вот сейчас уже немножко Романтика. Романтика. И песен напоемся. И все. Вот это мои друзья. А с другой стороны, если к жизни подойти, вам ставили подножки? Предавали, сдавали, закладывали, всячески. А зачем это в памяти хранить? Я не знаю.
То есть вы не помню. злопамятный человек? Я не злопамятный абсолютно человек, нет. А если кому-то пощечину влепить за то, что там было в той жизни? Ну, я еще пока в этой жизни, а не в той. Нет, в той, я имею в виду в той профессиональной. Нет. Когда вы были наверху и кто-то под вас Ну, что копал. значит, мне не нравится наверху? Никто никогда не копал. Никто никогда не копал. То есть власть была абсолютная. Ну какая 25, ну председатель Союза Ну, журналистов. что? Ну как? Ну, что? В любой кабинет, к любому директору завода, правительства. Ну нет, это немножко уже другая работа председателя Союза журналистов. Это уже больше организационная работа. Это больше работа, направленная на то, чтобы помогать журналистам, обучать их, проводить для них семинары, проводить для них праздники, как, например, в День российской печати, а раньше 5 мая. Мы с ветеранами все еще 5 мая, в День советской печати. Встречаемся, собираемся. Сейчас уже кружок наш становится все меньше и меньше, но и День российской печати мы его тоже отмечаем. 13 января, Старый Новый год. Мне это очень нравится выражение. Старый Новый год. Вот Думская правда переехала, я говорю, переехали в старые новые стены. Ну, прекрасно. А все-таки о недоброжелателях, то есть вы так ровно, вот я так понял, что у вас, для меня журналист, вот если взять новостника журналиста, это какие-то нелицеприятные вещи приходится нарывать, как бы исследовать, докладывать кому-то. Вот вам приходилось это делать, а ведь когда это роешь, то возникают куча недоброжелателей, такое было? Ну, всегда как-то умеешь находить общий язык с человеком. Вот работаю я в «Красном знамени», газете, это город Глазов. Ну, там были Удмуртский завод строительных материалов. Было очень хорошее предприятие. Даже кирпич, который выпускал этот завод, шел на ремонт кремлевской стены. Ну, условия тяжелые были на кирпичном производстве. Ну, писали мне статью. Встречает меня директор завода и говорит: ну что ж ты так, Людмила, что ж ты нас на весь город ославил? Я говорю: Владимир Иванович, да возьмите эту газету, вызовите начальника цеха и скажите, до чего дожили, газета уже про нас пишет. В чем дело? Навести быстро порядок. Говорит: слушай, а ты права. То есть, как бы надо всегда и другую сторону показывать. Подумал, заславили. Так ты начальника цеха прежде всего возьми за шкирку. Пусть он работает как следует, тогда их никто не будет, а то привыкли заслуги, достижения. Это точно. Нет. А вот если отмотать назад, что у вас не получилось, или что наоборот получилось, или если бы вам лет 50 сейчас скинуть, и что бы вы сделали то, что тогда не сумели сделать? А не знаю, работала семья. Вот я, например, считаю интересным моментом в своей жизни встречу с Георгием Береговым, Космонавт. космонавтом. Я была в звездном городке, он меня очень хорошо принял. А почему я к нему попала? Был такой у нас герой Советского Союза, летчик, и они воевали вместе. Кунгурцева имеете в виду? Нет. Так, Александр Глазовский, из Понина он у нас был. Понина это откуда? Понина это Надежда? Глазов. Там еще второй герой Советского Союза, Надежда Курченко. Она не герой. Она не герой? Нет, она не это герой. Для зрителей это Да. стюардесса, которая Погибла в самолете от рук террористов. Вот. И Приженников, Александр Приженников. Приженников. Да. Вот. И они воевали вместе с Береговым в одной эскадрилье. И он погиб в апреле 45-го над Венгрией где-то. И я вообще любила военную тему. И вот Артем Торопов благоделал о нем радиоочерк. Да вот интересно мне было. И вот и он ведь согласился со мной встретиться. Мне пропуск выписали в зону городок. Я еще потом говорю: а можно вот я вам книжку пришлю, вы ее подпишите моим детям? Он говорит: конечно. Я ему выслала книжку и пришла книжку с автографом. Вот.
Ну, Людмила Михайловна, а как так получилось? Вот вы жили, в принципе, в провинции, в Глазове там или где, выбрали профессию журналиста, поступили в университет и целенаправленно шли вот по этой стезе. я окончила Можгинское педучилище Сначала. сначала. Ну, начала в Пензе учиться, ну, потом перевелась в Можгу, потому что скучала очень по дому. И еще не окончив педучилище, меня пригласили на работу в Можгинский горком комсомола, заведующий отделом учащейся молодежи. И я стала просто работать и писать заметки в газету, Можгинскую газету, и «Комсомолец Удмуртии», и мне оттуда Филковская такая Валерия письмо написала, что давайте сотрудничать, и все. И вот тогда мне захотелось поступить на факультет журналистики. Ну и в школе я очень любила писать сочинения. Вообще у нас была прекрасный преподаватель русского языка и литературы Тамара Дмитриевна Макрушина. Вот она мне привела любовь вот к тому, чтобы писать. Вот все, потом поступила. Понятно. А какие мечты детства, юношества у вас не удалось или получились? А вы знаете, я уже столько лет живу, что я уже мечты детства и не помню. То есть вы не мечтали быть там, все хотели космонавт, актрисами, быть куда-то? Точно не мечтала, потому что тогда еще не было, в 61-м году только полетел в космос Гагарин. А да, какая артистка из меня? Ну, хотя, я вам скажу, что в школе мы очень много Вы же учитель. спектаклей ставили. Вот, вот. Ну не было там, нет. Не было. То есть вы активный участник художественной самодеятельности? Да, была. Хотя теперь медведь на ухо наступил. Ну, это вы про себя зря так. Я слышал, как вы поете. Замечательно поете. А вот говорят, что у вас отличная семья, и у вас там все тоже под контролем. Вот за 4000 километров уехать на своей машине, это же идиллия должна быть с мужем. Поезжай туда, туда не смотри, туда не ходи. Так. Как вам удается? И работу все хорошо, Так, и дома все про хорошо. идиллию говорить не будем. Про идиллию. Так. Мы с мужем прожили 25 лет. Потом у меня муж влюбился. Когда ему исполнилось 50 лет, седина в голову, без ребро. Так. Вот, и мы с ним разошлись. Вот. Ну, не может, имеет право человек влюбиться. Имеет. Вот он влюбился. Но 25 лет мы прожили очень хорошо. Я ни одного плохого слова не скажу. Мы и сейчас с мужем встречаемся, и с его женой встречаемся. У нас общие дети. То есть мы живем, развод у нас был цивилизованный. Когда мы пришли в ЗАГС разводиться, в Глазове с бутылкой шампанского. Так что нормально все. Вот это молодежи. Не надо вилки, ложки делить. Нет. Обращайтесь к Людмиле Михайловне Прокошевой, и будете знать, как вести в конфликтной ситуации. Нормально. Все хорошо. А вот скажите, а сейчас вас все устраивает в личной жизни? Ну, я потом вышла замуж. Вернее, замуж как, без ЗАГСа. Гражданский. Гражданский. Это так модно говорить? Это модно говорить. Хотя- Я вам скажу про слово гражданский. Да. Мы пришли, мы с ним познакомились, он журналист, давным-давно разведенный человек, то есть я как бы семью никакую не рушила, потому что это мои понятия, это очень плохо, влезать в чужую семью. Но год я пожила у него в Перми, мне в Перми жить. Ну, скучновато было, не мое. Нет людей знакомых, нет друзей, вот только вот этот круг. Там была газета «Закамская сторона». Короче, мы переехали. Он переехал в Ижевск. Квартиру поменял, переехал. Но мы
пошли прописываться. И я ему говорю, тогда еще были паспортные столы, там, и Володя, скажи, что я твоя троюродная сестра. Ты понял? Ладно, скажу. Пришли. Пишет паспортистка, склонилась. Кем она? А он, как домовладелец, хозяин квартиры, вот он должен дать разрешение меня прописать. И он так гордо, грудь выпятит, гражданская жена. Так тихонько пишем сожительница. Так что слово гражданский муж, гражданская жена. Он так тихонько пишем сожительница. Так что, 25 лет я с ним тоже прожила. И вот больше года, в январе прошлого года, он умер. Он был журналист. Вот он хороший был журналист. Хороший. То есть вы на личную жизнь, у вас нет оснований жаловаться, Нет, что не получилось? нет, или еще что-то? нет. А вот скажите, вы пережили очень многих политиков удмуртских, назову, перечисли некоторых, это, например, Марисов, это Грищенко, это Волков, если вспомнить председателя правительства, это Питкевич. И вот как они касались вашей профессиональной деятельности и ваши отношения? У меня очень хорошее отношение к Марису. Хорошее. Напомним, что Марисов был Многие годы первым секретарем Удмуртского обкома КПСС. И вот, товарищ Марисов где-то уже в конце своей карьеры придумал сделать такую выездную, как мы говорим, выездную редакцию, он бригаду выездную в Глазов направил, чтобы вот все там быстро по хозяйствам поездили, совещания проводим, и это все. Что может человек, пусть там он инструктор, партии, он приехал в хозяйство, это же все так, он не сможет все там разузнать. Скорее для пафоса. А мы-то все-таки в районе живем, знаем хозяйство, и вот мы сидим с Катей Кадочниковой, это корреспондент была у нас, она очень хорошо село знала, у нас Вера Белова и она работали в Красном Знамени. Они доярок механизаторов по имени отчеству знали, много лет работали. И вот кто-то докладывает, и Василий говорит, ты что несет, какую бургу несет, да не так все. Сзади мужик сидит, слушайте, вы мне подскажите, вот в этом хозяйстве как и чего? Говорит, да ладно, подскажем. И вот Марисов имел неосторожность вот здесь вот высказаться очень нелицеприятно о Юрии Петровиче Кудяшине. Он был председателем Совета министров, правительства, возглавлял Совет министров республики. А я девушка-то горячая была, не терпела, мне это не понравилось. Во-первых, я Кудяшева знал, я с ним работала в обкоме комсомола. И как так? Зачем нам, извините, Шоши и Роши, тут что-то он говорит вот про председателя правительства. Нехорошо это. Я Кудяшева сказала, а вы почему? Конечно, встала и сказала святой студент, вы почему вот так говорите? Вот вы где-нибудь в другом месте скажите, ему скажите. Марисов из-под очков на меня посмотрел. Кто такая? Я говорю, вот, корреспондент газеты «Красный». Ладно, разберемся. Но ничего. Никаких там, ничего не было. Сказала я, он из-под очков на меня посмотрел. Так, с Волковым, Александром Александровичем, мы работали вместе в Глазове. И с ним мне было приятно работать. Приятно. Тоже хотя были всякие моменты. Я сделала передачу «Стройка и перестройка». Модно же было про перестройку. Говорят, что Волков как никто помогал Союзу журналистов. Я не скажу, что только Союзу, он вообще как-то всем СМИ помогал, всем средствам массовой информации. А сейчас? А сейчас, все меньше помощи. Все соцсети, давайте соцсети. Сейчас, вот мы ездили, ежегодно проводится уже больше
20 лет фестивали СМИ, они раньше задумывались как знакомство с регионами. И мы ездили, и в Волгоград мы ездили, и в Новосибирск, и в Курск. А 4-й фестиваль был у нас в Ижевске, это был 99-й год. О нем хорошо очень отзывались журналисты. А потом он стал традиционно проводиться в Дагомысе, это в Сочи. Так вот, мы первый раз в Сочи поехали, 2 вагона нас ездило, журналистов. Один купейный, один плацкартный, 2 вагона ездило. И в Ленинград, в Санкт-Петербург мы ездили 80 человек на этот фестиваль. Это же здорово. А сейчас, последние 2-3 года, ездит у нас 2-3 человека, и все. Потому что я писала раньше письма, носила Волкову, носила Соловьеву, и нам какую-то помощь для поездки всегда оказывали. А сейчас нет власти до нас никакого дела. Нету. Вы, безусловно, интеллигентный человек. Вот зрителям скажите, какую книгу, песню, стихи писателя, что они должны знать, как «Отче наш»? Ну, во-первых, я очень люблю Грибоедова. Да. Горе от ума. Да, Очень. классик. Классика. И вот мечтаю, вот в апреле собираюсь ехать в Москву к своим внукам. И очень хочу сходить в театр, где будет этот спектакль. У меня все никак не получается. Ну и вообще уже как бы классику тоже наши же театралы меньше ставят, и теперь там свое чтение придумывают, по-своему читают эти пьесы. Ну, хочу. Но горе от ума я люблю. Сейчас я перечитываю Анну Каренину. Не сложно? Вы знаете, я читаю с удовольствием. И думаю, почему Анна Каренина? Там главное вообще-то действующее лицо Левин, Константин Левин. Он интересен мне больше. А да мне тоже интересно, потому что тоже в одно время стали писать, ой, она наркоманка, это Анна Каренина. Ничего я такого пока не увидела. Я уже много прочитала. Но вот все-таки какой великий человек был Толстой, он написал: беда нашего государства – это бумажная администрация. Вот тогда бумажная. А сейчас мы не от санкций помрем. Россия от санкций не помрет. Но бумагами завалили мы ее. Ой-ой-ой-ой-ой. На каждый чих дай бумажку, на каждый чих дай бумажку. Ну, так нельзя. Вот что мне хочется, уже устарела я, конечно, вот взять те же Сюньси. В 7 раз стало больше чиновников, чем было. В 7 раз. А производства нету. Люди из села уезжают, а чиновников же кормить надо. 1 с ложкой, 7 с ложкой. Да, если говорить, читайте Анну Каренину, у великих людей тоже не все в порядке было с бытовыми делами, с биографией. Я вот сейчас только понимаю, если он писал и подвел к черте железнодорожной Анну Каренину, то и сам недалеко ушел. Вспомните его. Ну, он умер на железнодорожной станции, да. Да. То есть, значит, в человеке что-то это сидело, это надо. Но он ведь просто понимать. ушел, он не хотел с собой покончить, он просто ушел из дома. Ну, извините, сколько ему лет было? Но И у нас в этом железная дорога присутствует и там, и здесь. Ну, это уже можно я еще пока не дочитала. Параллели можно проводить. А вот вы верите в Бога или в Создателя? Я верю, что что-то есть. Бог, Создатель, разум, выше, я не знаю. Ну, как бы не хочется, вот, лишь-то очень не хочется. Вот. Боишься. А таких негативных моментов у вас такая богатая, насыщенная жизнь. Неужели без грехов прожили? Самый свой большой грех у меня был вот в Пензе. Я приехала жить к бабушке. Ну, лет 14, мне было 15.
к бабушке приехал жить. А моя бабушка, она была из дворян, девичница Залесская, была такая строгая бабушка, везде все накрахмалено, салфеточки, все чин-чинарем. А мне 14-15 лет, мне ж погулять хочется. Ну да. С подружками, с друзьями, тыры-пыры. А в кино в 4 часа с бабушкой, с ее подругами. Мне такая жизнь не понравилась, и я ушла жить к подружке. Самостоятельно. Конечно, И самостоятельно. сколько вам лет было? Да, наверное, 15. Ну, 16 еще не было. Вот там уже характер проявлялся. Так вот, я так бабушку обидела. Я думаю, бабушка мне ни слова Конечно. не сказала. Ни слова. Мне неделю я там пожила, тут у меня своя кровать, свои салфеточки, свои наволочки. А там Рюшечки на подушечке. Да, там я пришла, там много людей живет, и я там, ну, и как вообще меня туда приняли, зачем, я не понимаю. Ну ладно, подружка такая же была, бестолковая, как я. Ну там родители у подружки были. Что меня никто не избивал. Потом бабушка, известный человек была. Ну, короче, вот и я не повинилась потом перед бабушкой. Я пришла, она мне, конечно, слово, я вернулась через неделю, она мне слова не сказала, никогда не попрекнула меня этим. А я вот не покаялась в этом, то, что я ее обидела. И с этим камнем приходится жить. Хотя я и в церковь уже ходила, и вроде... Ну, исповеди я думаю, говорила, бабушка но- там понимает о том, Ну, не что знаю. вы и Вот, совершенно искренне Ну вот, раскаиваетесь. всё равно. А вот если говорить о высших чувствах, вы считаете, где как бы ваша духовная среда будет обитать? В пучине Тартара или все-таки в райских кущах? это уже, знаете, там разберутся. О вашем желании. Вот я такая хорошая. Ну, есть на эту тему такой анекдот. Я анекдоты не запоминаю, я только суть запоминаю. Так, давайте. Один поподробнее. грешил, там все. С дворцов настроил, а потом решил церкви строить, чтобы в рай попасть. И пришел там к Петру, который стоит у ворот, и Петр ему говорит: нет, вам в ад. Да как в ад? Я столько церквей настроил, все, вам, ну. Пошел там Петр к Богу. Нет, все-таки вам велено сказали, все вернуть, но вам в ад. То есть, что построил, все вам вернуть, все, но вам в ад. Вот смысл, поняли какой? Конечно. Вот. Так что, как уж там будет угодно. Но как-то так, стараешься уже все-таки думать, что впереди вечность. И это хорошо, потому что есть перспектива. Я об этом пока не думаю. Хорошо. Мне еще пожить хочется. Хорошо, а вот вы столько контактите, столько общаетесь с людьми, постоянно на связи, звонки какие-то, в соцсетях вы активно переписываетесь, почту регулярно просматриваете. Вот, извините, конечно, за сленг не подташнивает от этого, вы к людям нормально относитесь? Вы еще людей как бы воспринимаете, не так, что надоели уже? Не воспринимаю. Ну, во-первых, я в соцсетях очень мало бываю. Я всего пока написал 3 Я сегодня поста. пришел, вы в 4... Это совсем другое. Я занимаюсь наградными делами. Вот хочу, чтобы надо толкать кого-то, чтобы наградные дела делать, чтобы людям сказали спасибо за их работу. Вот я... Раз уж зарплату серьезную не платят, пусть хоть грамоту получает, да? Да, а потом некоторые они потом... А взносы тоже вы собираете у журналистов в Удмуртии? Как кто вот собирает? Ну это надо же требовать, не все же так добровольно делают. Не хотят, пусть не платят. То есть дело добровольное, Дело вас не добровольное. напрягает? Не напрягает. Да ну что 200 рублей в год? Что напрягать-то будет? Вы сказали, вот
кто не работает в СМИ, но внештатно, как раньше говорили корреспонденты, рабочие, сельские, рабкоры, селькоры, говорили, юнкоры, что вот они там из-за денег. Какие деньги? 200 рублей в год. Какие деньги? А вообще у нас много журналистов в Удмуртии? Много. Так, тысячи? Ну, больше 500 стоят у нас на учете. На учете, как журналисты? Как члены Союза журналистов России. России. Да. А у нас как бы удмуртское отделение Союза журналистов России. Чего вы боитесь больше всего? Здесь и сейчас. Я боюсь только, чтобы, одного, чтобы все были живы и здоровы. Вот для меня это самое главное. А через 25 лет, Людмила Михайловна, через 25 лет какие ваши планы? Значит так, на 25 лет есть такой ролик по телевизору показывают. Так далеко карты не видят. И я тоже не хочу так далеко видеть. Я сегодня проснулась, вот сегодня вы правильно сказали, солнышко, хороший день, у меня встреча с интересными людьми, в том числе с вами. И вот сегодня я живу. А что будет завтра, я не знаю. Что бы вы сделали в последний день? Вот наступает час Х, барабан судьбы крутнулся и говорят: Людмила Михайловна, или сейчас, или никогда. Последнее, что вы. А вы думаете, так вот мне и скажет кто-то, и барабан судьбы, А кто ведь не нет. скажет? Надо жить каждый день как последний. Ну, не знаю. Значит вопрос... Я не хочу жить каждый день как последний, я просто хочу жить. То есть мы не на Сколько войне. Бог дал, Мы не столько на и войне. проживу. Мы не на войне. Да. Поэтому все не спеша, плавненько подводим, Да, тихонько. потихоньку. Не спеша уже. Жить надо не спеша. Запомнили, уважаемые зрители, жить надо не спеша. От Людмилы Михайловны. Людмила Михайловна, блиц-опрос, окей? Давайте. У вас есть права? Есть. Да вы что? И на какой модели Мерседеса вы заруливаете? А ни на какой. Потому что права я получила. Так. Муж меня решил учить ездить. Да. Права я получила. А ездить я все равно плохо ездила. Вот все, выехали на проселочную дорогу. Дочь сидит впереди. Муж встал, мне руль уступил. Лена мне говорит: мама, выйди из-за руля, мы пойдем только с папой. А помните, были раньше такие китайские термосы, в которых чай У возили? меня до сих пор он есть, 3-литровый. Вот, а мы ж выехали там на природу, проселочная дорога. Ну, как это... Встала на первом сиденье, сидела, этот термос подоткнула нечаянно, весь чай разлился. Я встала из-за руля и больше за руль не садилась. Все. Но права тогда, вот сколько мне было, где-то на 60 там меняли. Я их сходила, поменяла на всякий случай. И у вас сейчас есть права? Есть. Да вы что? Только не знаю, там их, наверное, снова надо было менять. Есть. Понятно. Кличка собаки в сказке Репка. Жучка. Да вы что? А Жучка за внучку. Понятно. А сколько цветов в радуге? Каждый сазан желает знать, каждый охотник желает знать, где сидит фазан. 7. Уважаемые зрители, вы поняли? Нас в школе, и Людмила Михайловна в том числе, учили. Да. Первые слова этой, Поговорки. да, это первые буквы цветов в радуге. Да. Итак, какие цвета в радуге? Каждый красный охотник оранжевый желает, желтый знать, зеленый, где голубой сидит, какой? Синий. Синий, фазан фиолетовый. Фиолетовый. 7 штук. Понятно. А вот если копнуть более в дальнюю литературу, кто из писателей XVIII века ввел в употребление слово «гражданин»? Радищев. Слов нет. Радищев, потому что он ведь и писал об этом путешествии Ну да. из Петербурга в Москву. Там вот и
Ну, то есть Думаю, он... у него и были уже. Да, то есть он слово горожанин или привязку к городу превратил вот Гражданин. в гражданин. И с этого, знаете, Радищев, и с этого момента мы как бы употребляем это употребляем. слово. Вот надо, а то слово товарищ надо вот мне еще. Гражданин, понятно. Вы, слово товарищ, не ассоциируете со словом Ленин? Ну, я не думаю, что Ленин ввел это слово. Хорошо. Это Ленина я уважаю. Вы уважаете Ленина? Вы член КПРФ? Нет. Но вы как бы поддерживаете эту идею социализма или коммунизма? Конечно. А Ну, какой? Коммунизм ком- или социализм? Нет, я думаю, что коммунизм это рай Божий на земле, Царствие Небесное, он только в Царстве Небесном может быть коммунизм. Социализм. То есть коммунизм это утопия. Ну, может быть, когда-нибудь люди до этого и доживут. Но на моем веку и на веку моих там даже правнуков нет, конечно. Нет. Понятно. То есть симпатизируете, так скажем, тем людям, которые находятся в оппозиции. Ну, Навального нет, не сильно. А почему Навальный? Он же жив остался. Но он, ну, пусть он тут. Никто его и травить-то не хотел. Господи, кому он нужен Навальный? Прямо, знаете, вот новичка там какого-то придумали, да, то этому в Англии-то кто был? Скрипаль, Скрипаль. то Навальный, вот. Да наши так работать умеют, что И вы так, в курсе. так бы сделали. А я, уважаемые зрители, что говорил? Это же журналист, новостник, золотое перо России. Поэтому Людмила Михайловна в курсе. Я не в курсе, я просто так думаю, да. Вы Я так- не в курсе, я просто думаю, ну, наши специалисты такие операции проводили, что уж вы со Скрипалями, то с Навальными, так, ну, сделали все тонко. Вот по этому поводу меня очень Александр Васильевич Соловьев, я к нему тоже хорошо отношусь, я его уважаю, уважала и буду уважать. Так вот, денег-то их не нашли. Денег не нашли, на суде суд не доказал, что деньги были. Так спрятал алнарский мужик деньги, так спрятал, что найти не мог. Да как были бы деньги, все равно бы где-то след появился. Так что не было денег. И вот, еще что плохо. Донос стал у нас в моде. Донес младший, как его говорят, Соловьев, на большого Соловьева, на взрослого. И тот, оказывается, и в тюрьме уже не сидит, его выпустили. Вот донос. Сотрудничество со следствием. И также и Фургал, или кто был там? Фургал? Да. Хабаровск. Хабаровск. Тоже донес кто-то на него. Чего было 30 лет тому назад? А где вы, ребята, были 30 лет тому назад? Где были? И почему вот сейчас стали? Тоже донос. А в этом случае опять вопрос как к журналисту. Где ж, чего ж молчит журналистика? Официально подчеркну. Так. А кто тебе даст, где это все опубликовать? Только что в соцсетях? Ну, в соцсетях, наверное, что-то было. Ну, кто тебе даст опубликовать в газете или выступить на телевидении? У нас ведь как? Вот у нас Путин выразил недоверие Соловьеву. Такого вообще нет, формулировки юридической недоверия. А суд у нас как? Коль Путин выразил недоверие, мы закроем его. А потому что у судей зарплата очень хорошая, а пенсия нами не снилась, поэтому он и сидит. Судебная система, я считаю, не та, которая должна быть. Людмила Михайловна, эту тему можно... Не будем Нет, касаться. нет, вообще жизнь настолько многоплановая, разноплановая, что можно вот по частям разбивать и фрагменты. А зрителей мы немножко напрягаем, времени уже много потратили на интервью. Задам один из последних вопросов. Вы по-прежнему вот про Анну Каренину сказали, а вы успеваете просматривать периодическую печать? И какую? Периодическую печать. Я смотрю районные газеты только. Мне это интересно. И Вы в курсе дел в Удмуртской республике?
Ну, я думаю, что да. Я смотрю телевидение, а видите, я уже в очках. Лупу надо, чтобы читать нашу периодическую. Людмила Михайловна, и пожелания нашим зрителям. Всегда оставаться самим собой. Не изменяйте себе. Сегодня нам привалила великая удача. Мы общались с заслуженным журналистом Удмуртской Республики, почетным председателем Союза журналистов Удмуртской Республики Людмилой Михайловной Прокошевой. Вот Спасибо. прям такая удача. Спасибо за интервью. Будьте Пожалуйста. здоровы. Да. Всем здоровья сам и благополучия.